Окунуться в историю древних народов теперь сможет любой желающий, даже не выходя из дома. Нужен лишь компьютер. Заповедник Хакасский представил сегодня виртуальные экскурсии на участок Аглахты и заказник Пазарым. Цифровые технологии оценил Константин Кравцов. Спросите, как в 21 веке может выглядеть поход в заповедник? Да вот так. Увидеть и узнать об истории древних можно, не сделав ни шагу. Достаточно надеть очки виртуальной реальности, а там уже работа гида. Очень круто, на самом деле, объемное изображение. Здорово. Да, ощущение присутствия, то есть ты поворачиваешься, картинка движется, можно оглянуться, посмотреть, да, здорово. В полноценной цифре, так сказать, на 360 градусов теперь заключен участок Аглахты, заповедника Хакасский и заказник Пазарым. VR-технология позволяет зрителю побывать там виртуально, находясь, по сути, в любой точке мира. Специальный ролик представлен не только в визит-центрах заповедника, контент обещают разместить на крупнейших видеохостингах. Это серьезная имиджевая составляющая продвижения туристского бренда региона, как современного, как востребованного, как привлекательного. И турист, который посмотрит тут же оцифровку на Дальнем Востоке или в Москве, конечно, он соберется посмотреть это воочию. Впрочем, не только миром виртуальным един современный заповедник. Аглахты, или дословно гора Дикого Козленка, действительно святое место с уникальной флорой и фауной. А какой контраст! Это не только древние петроглифы, которым всего-то по 5000 лет. Есть здесь палеонтологический маршрут, а на нем гнездо динозавра. Гиды рассказывают о том, что было на этом участке миллионы лет назад. Особое внимание инклюзивным группам. Маломобильных доставят транспортом, а для слабовидящих – таблички со шрифтом Брайля. Нам важно, чтобы мы охватывали как можно большую категорию людей. И вот сюда они выходят, и для них зачастую это событие жизни. Запах чабреца, солнце и какой-то контент, который им приятен, полезен, они могут это посмотреть. Виртуальные экскурсии, специальные таблички – общий проект заповедника Хакасский и компании, широко известной в телекоммуникационной сфере. Идея появилась 3 года назад и уже отлично показала себя на примере красноярских столбов. Теперь очередь Хакасии. Наш заповедник Хакасский является центром притяжения для жителей Хакасии республики, нашей республики, Красноярского края и ближайших регионов. На самом деле туристический поток сейчас очень сильно, внутренний туризм развивается. На территории Хакасии за последние годы туристический поток увеличился на 40%. Кстати, экскурсии на Аглахты будут открыты еще примерно месяц, пока не пришли холода. Но с учетом 3D-технологии, график и погода за окном по большому счету становятся формальностью. Константин Кравцов, Арсений Симонов, Вести, Хакасия.